18:40 ровно по расписанию на посадочную полосу прибывает вернувшийся после первого полета из Шереметьево в аэропорт Магаз Airbus A320. Турбины прекращают звук. К пассажирскому выходу подъезжает РАП. Несмотря на усталость, нагруженные сумками пассажиры с радостью делятся своими впечатлениями, ведь новый рейс удобен не только альтернативой в выборе аэропорта в Москве, но и самим временем вылета и посадки. Вторым рейсом я прилетел, я доволен, счастлив. Время удобное, аэропорт другой, кому-то удобно во Внуково, а кому-то удобно в Шереметьево. Поэтому разные аэропорта тоже удобно. Мы рады, что у нас появился дополнительный рейс. Может быть, из Санкт-Петербурга потом запустят такой же рейс. Мы будем только приветствовать. Чем больше будет самолетов летать, тем больше деловых людей будет приезжать, тем больше будет общения между народами, между городами. Очень удобное время и удобно, что с Шереметьево. Ну, ближе там живу, в Шереметьево, поэтому. За свои 56 лет я такое чудо первый раз вижу. Это настолько приятно, вообще не рассказать, нигде никогда. Я по-моему, каждый день так летал бы. Новый ежедневный авиамаршрут был запущен 28 октября по инициативе аэропорта Магаз и поддержки компании «Аэрофлот». На протяжении нескольких месяцев ингушские пассажиры заполняли анкеты и тесты, по результатам которых было решено создать первый вечерний рейс в Москву с множеством бонусов. Один из них – то, что в стоимость авиабилета входит норма перевоза бесплатного багажа до 23 килограмм. Сейчас руководство аэропорта Магаз планирует расширять географию полетов, основываясь на предпочтениях жителей. Дополнительно любые предложения, которые будут поступать от авиакомпании, мы будем рассматривать. Предложения нам уже поступили с Аэрофлотом. Мы тоже планируем дальше расширение. На одном рейсе до Москвы мы не остановимся. Поэтому пока дело просто времени. Мы сейчас опять же ведем опрос населения. Более запрашиваемые города. Мы на эти города будем также выполнять рейсы. Авиакомпания ЮТР, которая у нас давно летает, тоже также задействована. Тоже интерес такой имеется. Авиакомпания «Победа» то же самое. Самолеты компании будут вылетать из московского аэропорта Шереметьево в 14:55, в обратном направлении из аэропорта Магаз в 18:40. В зале ожидания сейчас готовится к отлету пассажира обратного рейса. Адам Кадзоев сегодня провожает сына в первую командировку. В Москве его ожидает пересадка на другой рейс, уже до Токио. Так что благодаря возможности вечернего вылета они смогли сэкономить средства, чтобы не оставаться сутки в столице. Очень даже довольны. Потому что два слова сказать, все они делают, все по закону, все в порядке. Мы рады, они довольны. А цены вас устраивают? Очень даже устраивает. Тем временем на взлетной полосе проходят последние приготовления самолета к очередному полету. Этим занимаются инженеры. Готовность к обратному вылету контролирует командир экипажа Сергей Долгий. Опытный пилот в авиации уже более 10 лет, а за его плечами 6000 часов полета. Так что за свою безопасность пассажиры могут не беспокоиться. В нашей компании одни из самых квалифицированных специалистов, поэтому обслуживание на должном уровне. Сам самолет один из самых надежных, защищенных в мире в летном плане. Да? То есть даже при большом желании что-то сделать не так тяжело. То есть он защищен максимально. При том, что летчики у нас очень квалифицированные, подготовленные. Аэробус A320, современный лайнер, один из самых современных, с передовыми системами. Вообще у нас все самолеты одни из самых новых в мире. Инженеры закончили осмотр самолета, экипаж начал посадку и уже через 40 минут отправится в путь. Второй рейс из Ингушетии в аэропорт Шереметьево. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До новых встреч в эфире национального телеканала.